Меня слышно, нет? Здравствуйте. Еще раз я хочу сказать. А то что-то я, по-моему, долго говорил, и тут пишут, что долго ли еще ждать. Слышно меня, видно? Напишите, пожалуйста. Если меня не было слышно, вот сейчас слышно только, да, началось? Тогда заново начинаю, да, так, оказывается, меня не было слышно. Здравствуйте, уважаемые друзья. Халмот, хурметли милет таштер. Сегодня тема посвящена нашему первому президенту Республики Башкортостан Муртазе Губайдуловичу Рахимову. К сожалению, он ушел в мир иной. Вот, буквально недавно были похороны. И хотел бы я сегодня обсудить с вами эту личность, эту глыбу, да, башкирской политики, ну и российской политики, соответственно, конечно же. Вот. Хочу сразу сказать, да, что мое отношение к Муртазе Рахимову менялось, ну, скажем, с момента моего взросления политической жизни, имеется в виду, да. Если когда я пришел в Кукбуре в 2011 году, и под влиянием, скажем так, да, политики Кукбуре, под влиянием председателя Кукбуры Азата Сальманова, у меня отношение к Муртазе Рахимову было немножко критическое. Не немножко, критическое достаточно сильно. Вот, и, ну, потому что Азат Сальманов к нему очень критически относился. Тогда и Айрадин Мухаметов очень критически к нему относился. Ну, он и сейчас критически к нему относится, конечно же. Вот, и под, скажем так, влиянием этих людей у меня такое же мнение было сперва, да, то есть я, ну, потому что они как бы объясняли, почему так, почему они критически к нему относятся, какие ошибки он совершал, что он мог бы сделать, будучи там президентом Республики Башкортостан все эти годы, что он упустил, какие у него были ошибки. Вот, и слыша все это, как бы, да, я впитывал и думал, что действительно, да, так. Потом, по мере, скажем так, взросления как политика, да, как общественного деятеля. Потом, когда мы уже создали организацию Башкорт, начали действовать сами по себе, вот, вести свою политику. И, соответственно, мнение начиналось меняться. К тому же, к тому времени, как бы уже Муртаза Рахимов был задвинут, скажем так, в сторону, вовсю активно, скажем так, враждовал с Хамитовым. Вот, политика Хамитова тогда, антибашкирская политика, как действовала вовсю. Вот, и уже как бы мнение постепенно все менялось. И сейчас, как бы, да, уже и общаясь со многими людьми достаточно, которые близко хорошо знали Муртазу Рахимова, очень близкие люди с ним там, да, общаясь с ними, слушая их, как вообще проходила политика в Республике Башкортостан все эти годы, что делалось, почему произошло те или иные как бы действия, которые очень сильно вызывали критику. Ну, например, как Баштег, да, продавался. Попозже я об этом скажу. Вот. Все это слушая и анализируя, в итоге я очень сильно поменял мнение о нем. Сейчас у меня к нему, скажем так, ну, более хорошее, да, мнение, чем было раньше. Намного больше хорошее. И, ну, естественно, он совершил много, как бы, дел, как хороших, так и плохих, надо признавать все, потому что иначе, если мы не будем объективны, мы, скажем так, так и у нас будет возрождаться постоянно культ личности, да, то есть это нельзя ни в коем случае делать, если, тем более, если мы собираемся строить демократическое государство в будущем, независимое. Итак, начну с того, что Муртаза Рахимов, да, то есть человек, который сделал сам себя, паренек из далекой деревни Кугарчинского района, здесь деревня Таваканово, да, то есть вырос до директора сперва нефтеперерабатывающего завода в Уфе, потом стал председателем Верховного Совета в 90-м году Республики Башкортостан, тогда еще Башкирская ССР, ну и потом президентом Республики Башкортостан вплоть до 2010 года. Тогда надо сказать, что в конце 80-х годов, то есть когда начало перестройка началась, уже были демократические преобразования по всей стране, в том числе и в республике. У нас возродилась
вдохнуло как бы новую жизнь башкирское национальное движение. БНЦ «Урал», Башкирский народный центр «Урал», тогда активно действовал, где собралась вся элита башкирская. Она, конечно же, там поддерживала Муртаза Рахимова, но и очень часто критиковала его, скажем, да, и было за что. Вот. Один из первых шагов, чтобы понравиться, то есть не то, чтобы понравиться, а что понравилось, да, башкирской элите, ну и башкирскому народу, это вот в 90-м году Муртаза Рахимов издал указ, тогда еще он был председателем Верховного Совета Башкирской АССР, о том, что башкирский язык будет наравне с русским, то есть руководитель Башкирской республики должен знать башкирский язык, как и русский язык, да, соответственно. Это очень так импонировало башкирской элите, потому что статусом тогда башкирский язык вообще никаким практически не обладал. Никакого статуса он практически не имел. Это был такой задвинутый язык, да, задвинутый язык во всем. В политике он вообще не присутствовал никак. Вот. И Башкирский народный центр «Урал», потом, то есть, ну, его, скажем так, начал все больше и больше поддерживать. Потом в 93-м году он стал президентом Республики Башкортостан. Но надо учесть, что в 92-м году он все-таки подписал федеративный договор с Российской Федерацией, да, хотя именно тогда Башкирский народный центр «Урал», многие, скажем, деятели его, а также Союз башкирской молодежи активно выступали против. Они не хотели, чтобы Республика Башкортостан подписывала тогда договор. Тогда были 3 республики, которые отказывались подписывать, ну, не хотели подписывать договор, да, Татарстан, который так и не подписал. Естественно, это Чеченская республика, которая точно так же не подписала и начала войну, да, в 1994 году. Вот. И Республика Башкортостан, то есть башкирское национальное движение, было против подписания договора. Но Муртаза Рахимов пошел наперекор тогда башкирскому национальному движению, поехал и все-таки подписал. И даже был такой случай, рассказывали, что когда он вернулся с Москвы, Союз башкирской молодежи встретил его снежками. То есть, да, он там закидал его снежками, когда он там проходил где-то там, видать, да. И встретили его также с одиночными пикетами. Лично там Марат Кульшарипов стоял с одиночным пикетом. По-моему, там позор было написано, что-то такое. Вот. То есть были против. Башкирское национальное движение было против. То есть они понимали, что в какую кабалу мы можем залезть, да, подписывая федеративный договор. Но, к сожалению, надо вот признать, что тогда Рахимов совершил ошибку, когда подписал. Вот. Также многие ему ставят в упрек то, что он, скажем так, поддержал ГКЧП. Но сразу скажу, что нет. Никакого открытого, скажем, открытой поддержки ГКЧП не было абсолютно. Он просто молчал. Тогда вообще руководство республики молчало, когда вот этот переворот в Москве произошел в 90-м году, в 91-м году. Вот. И кто-то поддержал, кто-то был против, да, то есть вот, регионы все как бы там по-разному себя вели. Республика Башкортостан молчала. То есть он не высказался, Муртаза Рахимов не высказался ни за, ни против, да, он выжидал. Ну, уже тогда, как бы, да, то есть он возможно, проявил мудрость тогда, да, то есть, учитывая вот то, что он все-таки был советский номенклатурщик, советский человек, бывший коммунист, то есть, да, то есть, и все-таки видя, что, как бы, перемены уже, демократия и так далее, он ни туда и ни сюда, то есть, он промолчал, ну и открыто не поддержал. Поэтому, когда ему говорят, знаете, да, что когда говорят, что он поддержал ГКЧП, это неправда. Вот. Дальше, то есть 90-е годы началось, да, то, что активно начали переводить, ну, после тех знаменитых слов Бориса Ельцина о том, что берите суверенитет сколько хотите. Тогда центр был слабый, регионы тогда были сильные. Мы тогда отчисляли, если я не ошибаюсь, в 90-х годах в центр от 10 до 30 всего процентов доходов республики. Остальные, ну, 70, минимум 70% мы оставляли себе. За счет этого росло благосостояние Республики Башкортостан. Надо заметить, что Республика Башкортостан, а вообще Башкирская АССР во времена Советского Союза находилась
на последних практически, в строчке, да, на последних местах по благосостоянию граждан. Мы вот вообще по социальной вот этой вот, по социальному благосостоянию граждан мы находились на последних местах. В Башкирии практически ничего не было. Да, я помню это время, я, скажем так, мне в те года, хоть я и маленький был, да, но все равно я достаточно, сколько мне было? Мне было 10 лет, да, когда в 91 году советская власть рухнула, да, Советский Союз рухнул. Но я помню эти талоны, помню очереди, да, помню, что много чего в магазинах не было и так далее. Так вот, за 90-е годы Республика Башкортостан сделала очень сильный рывок благодаря тому экономическому потенциалу, который был у республики. У нас действительно в экономическом масштабе, да, то есть в промышленном масштабе мы были очень сильной и мощной республикой. У нас был вот этот большой нефтеперерабатывающий комплекс, то есть нефтехимический комплекс, УМПО, как бы, да, машиностроение и так далее. Так вот, после того, как мы в 1994 году Республика Башкортостан подписала двухсторонний договор с Российской Федерацией, то есть все, нас признали практически, скажем так, полунезависимой республикой, мы делали все, что хотели у себя в республике. Точнее, Муртаза Рахимов делал все, что хотел у себя в республике. И тогда началось активно из государственной собственности переводить в республиканскую собственность все предприятия Республики Башкортостан. Практически, все предприятия были переведены точнее, да. И благодаря вот этому экономическому потенциалу, когда у нас оставался весь доход, он начал вкладываться, да, Муртаза Рахимов тогда, это все признают, да, что в 90-х годах он вложился в республику очень хорошо. У нас, когда не было дорог, там вот пишут, да, то есть я читал, что там с Сибая там до федеральной какой-то трассы там не было вообще дорог там, да, то есть были гравийки везде, то есть, вообще Заураль это вообще как бы он отстроил, конечно, очень хорошо. Как отстроил? Дал элементарные все вот эти элементарное благоустройство, да, то есть делал асфальт, проложил практически по всей республике. Я помню тогда, я служил когда в армии, мне говорили, да, что я служил 97-99, в 97 году, с 97 по 99 год, мне все говорили, что у вас в Республике Башкортостан дороги там одни из самых лучших. Хотя говорили, что и менты, конечно, гаишники одни из самых зверских, да. То есть, вот, дороги были асфальтировал, шла газификация. Во многих, конечно, районах, даже в глубинках прошла газификация, хотя, как также многие пишут, что во многих деревнях было показательное, то есть, показуха точнее. Там в центральной улице проведут газификацию, там в других улицах газификации не было. То есть то же самое с дорогами, да, то есть везде по-разному. То есть это зависело от, скажем так, глав администрации очень сильно, глав районов. Поэтому многие мне вот пишут там это стрим. Да, это стрим, но сперва мы поговорим о деятельности Муртазы Рахимова, потом буду отвечать я на вопросы. Так вот, Башкортостан тогда очень сильно поднялся, и он стал регионом-донором. Регионом-донором, то есть, да, что такое регион-донор? Это регион, который не только себя обеспечивает, но и как бы и отправляет достаточно много денег в федеральный центр, через который как бы уже, да, обеспечиваются другие республики. Он был достаточно долго регионом-донором, и только вот в конце 2000-х годов, то есть он даже уже в 2010-х годах, да, то есть он уже стал дотационным регионом. Вот. Благодаря, еще раз говорю, вот этой вот экономическому росту он стал регионом-донором. Также он не стал уничтожать колхозы. Во многих областях Республики Башкортостан, во многих областях Российской Федерации вот эти вот, сразу же как бы, да, перешли на рыночную экономику. И колхозы, совхозы, они были убыточные, они были неэффективные, да, их сразу же порезали все, да, порезали, там начались фермерские хозяйства как-то пытаться. Но очень много народа осталось без работы, то есть, сразу, скажем так, провалилась вся социалка, люди
действительно нищенствовали, поэтому очень многие вспоминают 90-е годы с ужасом. У нас в Республике Башкортостан, надо отдать должное, такого не было. Вот Муртаза Рахимов, понимая, что даже колхозы, совхозы убыточные, он их не закрывал. Соответственно, получается, республика взяла на себя обязательства, да, то есть вести эти совхозы и колхозы. То есть выплачивали зарплаты и так далее, да. Хотя, конечно, задержки с зарплатами были везде. Я помню, у нас тоже в селе это было. Вот. И уже, то есть режим Муртазы Рахимова в 98 году прошли, в 94 году были выборы, потом в 98-м, который он выиграл, потом в 98 году были выборы, тогда вот знаменитый сейчас вот это название лесник, да, так называется человек, который, скажем так, формально претендует точно так же на должность там, да, главы республики, конкурент как таковой, но на самом деле это подставной человек. Вот почему называется лесник, потому что в 98 году Муртаза Рахимов поставил там министра лесного хозяйства, там, да, конкурентом как бы самому себе. Ну и, конечно, который и не собирался конкурировать, да, не собирался бороться за пост. Естественно, Муртаза Рахимов тогда выиграл. Вот. И когда, естественно, все изменилось с приходом Путина. Все изменилось с приходом Путина. Тогда в 2000 году пришел Путин, и началось, даже я не сказал бы не постепенное, а очень быстрое закручивание гаек. То есть начали постараться, Путин стал лишать полномочий всех вот этих региональных глав, президентов. Начали закручивать, поставили как раз, создали вот эти федеральные округа, где поставили, скажем, смотрящих, да, таких вот ну, разбили всю Россию на федеральные округа, поставили своих смотрящих, как бы, да, за этими округами, которые уже, получается, главы регионов, губернаторы, президенты должны были отчитываться непосредственно перед, скажем, главой, да, вот это вот... Блин. В общем... Так, сейчас я немножко, да, залип, скажем так. Началось строительство вертикали власти. Началось строительство вертикали власти, когда Путин поставил своих людей, да, во главе вот регионов, да, не регионов, а федеральных центров. И, соответственно, Муртаза Рахимов, Ментимир Шаймиев, все они, то есть, когда он входил в Приволжский федеральный округ, тогда, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас я не вспомню, да, кто был федерального округа, глава федерального округа у нас в Приволжском. Но, в общем, началась централизация власти, началось строительство вертикали власти. Вот. И на тот момент оставались такие наиболее сильные лидеры вообще во всей федерации. Это были, конечно же, Ментимир Шаймиев, это был Муртаза Рахимов, потому что у нас был сильный регион, у нас была сильная республика, вот, с которой приходилось считаться. У нас много народу. И ну, тогда же надо отметить, что, конечно же, Путин зависел от выборов, от электората, то есть и Рахимов и Шаймиев давали тот необходимый процент голосов, который необходим был Путину, то есть, да, на выборах. Вот. За это ему приходилось как бы закрывать глаза на многое. Но в то же время он не мог смириться с тем, что как бы вот такие люди, которые в 90-х годах как бы, да, вообще были хозяевами за своего положения, продолжали оставаться в таком же положении, и он начал пытаться их как бы закручивать им дыхалку, да, перекрывать дыхалку им. Так вот, и тут удачный момент совпал, что в 2003 году начались выборы, очередные выборы. Муртаза Рахимов хотел, конечно же, остаться президентом республики на 3-й срок уже. А Путин воспользовался моментом, чтобы, скажем так, приструнить Рахимова, прогнуть его, сломать его под себя. Потому что Рахимов тогда, конечно же, не признавал Путина как там главным над собой. Ну, номинально, конечно, он был президентом, то есть, но не считал его каким-то там
супер президентская власть, чтобы была там у него, чтобы там во всем ему подчиняться. То есть он себя чувствовал хозяином своей республики таким серьезным, да, и не собирался никому отдавать вот эти вот свои полномочия властные. Что произошло? Вот именно с 2003 года, с этих выборов и начались все проблемы в нашей республике. Конечно же. Все, кто помнит, те знаменитые скандальные выборы, тогда в 2003 году вышли 3 основных кандидата. Именно тогда народ Республики Башкортостан раскололся по этническому признаку, потому что, можно сказать, от татар был кандидат Ралиф Сафин, олигарх, да, сразу скажу. От русских, условно русских, да, то есть там русского этнического, русскоязычного населения был Сергей Веремеенко, ну и от башкир был, конечно же, Муртаза Рахимов. Вот, уже тогда, скажем так, многие устали от Рахимова. Многие устали от Рахимова, устали от его вот, скажем так, такой авторитарной политики. Вот, многие, скажем так, устали от национальной политики, которая шла к тому времени. Ну, естественно, башкирское национальное движение тогда развивалось. Многие называли это башкиризация, да, то есть когда, то есть, ну, башкиры начали чувствовать, что они наконец-то стали хозяевами своей республики. Вот основная победа, ну, основное, скажем так, достижение Муртазы Рахимова в том, что он именно поднял национальное самосознание башкирского народа. Они реально начали чувствовать, что они хозяева своей республики, да, что они здесь титульный народ. Так вот, выборы в 2003 году раскололи очень сильно общество, еще раз говорю. Выборы были очень скандальные, то есть там дочка Сафина, Алсу, ну все ее знают, да, певица это. Конечно же, она была на стороне своего отца, она там участвовала в предвыборной вот этой кампании, там давала концерты бесплатные. И я знаю, там в башкирских районах там ей не давали выступать, выгоняли. Вообще, я знаю, что во многих башкирских деревнях там агитаторов от Веремеенко или от Сафина там чуть ли не били, выгоняли там с дубинками, говорит, там с палками, там, да, вот, прогоняли. То же самое происходило в татарских районах, там не любили башкирских агитаторов. Ну, а за Веремеенко, соответственно, было все русскоязычное население, особенно городское. Но Веремеенко тоже олигарх был, вот. И то есть в первом туре никто не набрал большинство голосов, больше 50%. И во второй тур вышли, соответственно, Веремеенко, который набрал больше, чем Ралиф Сафин, и Муртаза Рахимов. И вот тогда-то как бы... А еще Ралиф Сафин как раз попросил всех своих, скажем так, избирателей, да, весь свой электорат проголосовать за Веремеенко. Вот. То есть, да, что очень сильно, скажем так, повлияло тоже на будущий вот расклад. И Муртаза Рахимов, конечно же, испугался потерять контроль над республикой, испугался проиграть эти выборы и поехал договариваться, конечно, в Москву. Поехал договариваться в Москву к Путину. Договорился, конечно же. Ну, многие пишут, что это этнический башкорт, но да, он говорят, что он башкир, но это, я считаю, что это не важно, кто он был этнически, кем он сам себя ощущал. А себя он ощущал татарином, конечно же. Вот, и татарское население было полностью за него. Вот, Муртаза Рахимов поехал в Москву договариваться, договорился, и взамен, конечно, с него потребовали что? То есть прогнуться полностью теперь, признать, что Путин теперь как бы, да, полный глава всей Смешно, страны. как русские фашисты разнылись в своей русской Башкирии из-за политики Рахимова. Муртаза был просто охренительный. Зауралье, Сибай-Баймак всегда были за уважаемого Муртазу Рахимова. Вот, и дальше написали, что донат пришел. Спасибо большое. Вот. Муртаза Рахимов сломался. Его сломали.
взамен еще потребовали, чтобы он отдал полностью весь башкирский нефтяной комплекс, Баштэк, так называемый. Он пообещал, потому что, ну, хотел остаться у власти, да. Он пообещал, но он сказал, что это, конечно, произойдет все со временем. И вот с тех пор, с 2003 года, надо сказать, что ТЭК отдали где-то только в 2009 году. В 2009 году, да, то есть башкирский ТЭК был продан. Вот, но об этом еще чуть-чуть позже скажу. Вот, он согласился отдать Баштэк взамен того, чтобы остаться у власти. И начал тянуть. И вот я говорю еще раз, когда я разговаривал, Муртаза Рахимов не собирался отдавать Баштэк. Тем более тогда, конечно, в Совете директоров был, глава Совета директоров был, директором Совета директоров был его сын Урал Рахимов. Кстати, надо отдать должное, многие, да, Урала Рахимова не любят очень сильно. Я сам к нему отношусь, скажем, да, то есть критически очень сильно, но это был профессионал. Он закончил, там, во Франции учился, по-моему, потом в Англии учился. У него очень хорошее образование, особенно вот в сфере нефтяного образования, очень хорошее. И при нем весь Башнефть, то есть, да, очень, скажем так, хорошо работала. Там рабочие получали очень хорошие заработки, очень высокие, потому что я знаю, что когда, после того, как продали Баштэк, уже заработки у людей упали, у простых рабочих в 2 раза практически. Вот. Ну и вот. И в итоге он все-таки ну, не смирился с тем, что его прогнули, да, Муртаза Рахимов. И он в итоге вынужден был, когда уже конкретно стали давить, когда уже чувствовал, что вот скоро отставка, он вынужден был продать. Но сразу скажу сказать, что Путин требовал от Рахимова отдать просто Баштэк. Не продать, то, ну и там требовал отдать практически за бесплатно. Ну там какую-то минимальную, там, да, условную цену заплатить и все. Рахимов на это не соглашался, конечно же. Вот, хотя и пообещав. Вот. И в 2009 году они в итоге там с помощью каких-то там мутных схем, там создания каких-то там акционерных обществ вывели туда акции, потом все это аккумулировали. И в итоге продали АФК-системе, да, такому олигарху Евгению Евтушенко. Евтушенков ему продали, АФК-системе продали Башнефть за там 2 с чем-то миллиарда там долларов. Это, ну, достаточно большие деньги, хотя говорят, что как бы на самом деле он был продан за большую сумму, но вот эта скрытая часть, она ушла Уралу Рахимову. Вот. Вот. Не знаю, да, возможно, это не так. Вот. Но точно, что за 2 с лишним там миллиарда долларов был продан Баштэк. И надо тут самое главное, да, что проданный вот этот Баштэк, деньги с этого проданного Баштэка были выведены, аккумулированы, точнее, в фонде Урал. В фонде Урал, который был в Республике Башкортостан. То есть все деньги были там. И эти деньги работали на республику. Конечно же, да. С него, скажем так, финансировался хоккейный клуб Салават Юлаев. Многие социальные там объекты строились, там ФОКи и так далее, и так далее. То есть все это работало, продолжало работать на Республику Башкортостан. Поэтому, когда говорят, что Муртаза Рахимов продал Баштэк, там обманул всех, как бы так, надо сразу сказать, что политика Путина, вот эта грабительская политика Путина и ближайшие вокруг него олигархи, которые были, вся вот эта политика была настроена на то, чтобы грабить всю Россию. И все крупные предприятия, которые были в регионах, крупнейшие, да, они все отжимались, нагло отжимались, заставляли отдавать олигархам, которые приближенные к Путину. Если бы, ну, рано или поздно его бы так и так отняли бы, Башнефть. В любом случае. Кто бы, вот, надо сразу сказать, что если бы пришел бы к власти Веремеенко или Сафин, сразу же Баштэк ушел бы, тогда еще. И вообще у республики ничего не осталось бы, 100%. Также надо честно признаться, что... Кстати, я вот хотел здесь прочитать вам такой момент. Кто такие вообще были, да, конкуренты Рахимова на тот момент, да? То есть я еще раз сказал, олигархи. Один татарский олигарх, Ралиф Сафин,
Кстати, он Лукойлом тогда, по-моему, владел, да? А второй был Сергей Веремеенко. Я не знаю, Ралиф Сафин от кого шел, но Веремеенко шел точно от Путина. Это был человек Путина. И он был поставлен туда специально для того, чтобы выиграть с помощью всех тех ресурсов, которые давал ему Путин, у которого, ну, естественно, у него были свои деньги, с помощью административного ресурса, которые очень сильно помогали. Но надо сказать, что, я еще раз говорю, что Республика Башкортостан тогда была закрытого типа, да, то есть такая республика закрытого типа. Туда москвичей не пускали вообще. Москвичей не пускали, московских олигархов не пускали, то есть вот варились в собственном соку. А Москва очень сильно хотела залезть туда, в республику, потому что, ну, республика была очень богатая, там было чем поживиться. И вот его начали взламывать, да, вот эту вот власть республиканскую Муртазы Рахимова через Веремеенко. Веремеенко был ставленник Путина. Именно он его поставил. Поэтому сейчас, когда говорят, что там были честные выборы, ни хрена не были нечестные. Я вам даже коротко прочитаю, то есть, да, то есть, что сам Веремеенко давал интервью, он, да, сайту банки.ру. Вот он пишет, что тогда, в 2003 году, действительно, многие переполошились из-за моего желания побороться за пост президента республики. Зачем это надо мне? Кто за этим стоит? Если помните, против меня тогда очень грязно играли. Хотели даже повесить на меня взрывы резиденции Урала Рахимова, сына главы республики. Пытались обвинить в терроризме. Там реально была война. Каждый день то покушение, то взрыв чего-то. Патриарх Алексей II меня благословил, сказал близким, что я из Башкирии не вернусь. Никто там не собирался власть отдавать просто так. Но как только мне, а не Пугачева, Пугачев это был его друг, да, тоже олигарх, дали команду из Москвы уйти, я ушел. Потому что я был представителем не самого себя, а путинской команды. Вот здесь ключевое слово, да. И если бы это было не так, то меня даже не зарегистрировали бы кандидатом на должность президента РБ. И Пугачев об этом знает. Это я реально рисковал жизнью за целостность страны. Сепаратизм в ту пору только крепчал. Это целая история 90-х годов. Конечно, и Пугачев внес огромную лепту для сохранения целостности страны. Но, не говоря уже о вкладе Владимира Путина, который где хитростью, где тонкостью практически бескровно победил политических тяжеловесов из числа руководителей национальных республик и сохранил страну. И я считаю в этом его главная заслуга. Так вот, из этого интервью, он в 2012 году давал это интервью, понятно, что никаких честных там выборов не было. Россию, Башкортостан пытались взломать, вывести оттуда все богатство, Муртазу Рахимова прогнуть под федеральный центр. Я немножко приболел, да, как бы не обращайте внимания. Вот, это основная причина была. И, ну, давайте вспомним, что Айрат Дильмухаметов был тогда помощником Веремеенко. Знал ли он о том, что он человек Путина или нет, я не знаю. Но факт есть факт, что... И поэтому многие башкиры тогда были обижены на Айрата Дильмухаметова, что он играл против башкиров. Хотя надо сразу сказать, что в 2003 году, еще раз говорю, произошел раскол по этническому признаку в Республике Башкортостан. И практически все башкиры были, конечно же, на стороне Муртазы Рахимова. То есть активно включились там в предвыборную кампанию, помогали ему и так далее. Вот. И когда Рахимова прогнули, соответственно, сломали, пообещали, что он останется, но он должен был отдать Баштек и запустить туда Москву, как бы и так далее. Рахимов сломался в итоге. Веремеенко быстро-быстро собрал свои вещи и уехал, да, то есть он даже как бы, ну, он проиграл выборы тогда, да, он слился, вот, по приказу из Москвы. Вот. Поэтому надо понимать всю ситуацию, которая тогда была. Почему у татар не получилось тогда, то есть я не знаю. Я не знаю, но я предполагаю, что их не смогли долго сломать. Конечно, их сломали сейчас уже, да, по происшествию там уже, да, то есть более 20 лет уже сейчас сломали их. Но тогда, почему они смогли, как бы, да, сохранить у себя и Татнефть, как бы, и многие не запустили москвичей, они действовали грамотно. Во-первых, их действительно больше, чем башкир.
их, ну, там 5 с чем-то миллионов, да, вот, то есть, соответственно, их людей, они более урбанизированный народ, более образованный народ, и больше их людей было в Москве на разных должностях, да, вспомнить, пожалуйста, даже Татарина, министра внутренних дел Нургалиева, да, то есть, и они смогли так встроиться, скажем так, в московскую элиту, где-то там подмазывались, где-то там подкупали, где-то и жестко стояли, конечно, на своих позициях. Они смогли сохранить там, да, и они плавно-плавно сумели передать власть от Шаймиева к Минниханову. То есть Минниханов это был ставленником Шаймиева. У Рахимова, к сожалению, так не получилось. Когда Путин понял, что Муртаза Рахимов не собирается ему отдавать ТЭК, а потом, когда он еще и продал его Евтушенко АФК-системе, да, то есть, ну, там вообще он очень был зол на Рахимова, все понимали, что уже скоро все, вот сейчас будет отставка. Тогда все помнят, да, вот за месяц, по-моему, до отставки Муртазы Рахимова прошел третий Всемирный Курултай-Башкир, вот, где председатель Всемирного Курултая-Башкир Азамат Галин сделал жесткое, скажем, такое заявление о том, что мы не пустим варягов из Москвы, мы встанем все дружно там против Москвы, там здесь Москва хочет нам навязать свою как бы там политику и так далее. Ну, в общем, тогда это было очень жесткое заявление, конечно же, вызов. Конечно, Москва это не могла простить, и буквально через месяц Муртазу Рахимова вызвали. Тогда был надо сразу сказать, что Дмитрий Медведев был тогда президентом, но, конечно же, руководил всем Владимир Путин. Он был тогда премьер-министром. Его, Муртазу Рахимова, вызвали в Москву, где сказали, что уходи. Он долго, говорят, там, скажем так, боролся, говорил, что нет. Ну, или он согласен был уйти, да, но вместо себя он хотел оставить Раиля Сарбаева. Но там уже на Раиля Сарбаева были не согласны, они понимали, что тогда федеральный центр был очень сильный, Муртаза был уже к тому времени очень слабый, как политически имеется в виду. Вот, и они его все-таки сломали, они его уговорили, что за ним останется фонд Урал, вот этот вот, который, да, в который уже аккумулированы были все деньги от продажи ТЭКа, что Урала Рахимова трогать не будут, хотя все понимали тогда, что Урал Рахимов провел там мошеннические какие-то там мутные схемы, да, вывода акций Башнефти. Сказали, что его трогать не будут. Сказали, что все наследие Рахимова останется, но ты должен как бы согласиться на Рустема Хамитова. Муртаза был против, конечно, но в итоге согласился. И ему сказали, что Муртаза Рахимов должен был склонить всех депутатов Госсобрания Курултай. А депутаты Госсобрания Курултай, надо сразу сказать, что все были рахимовские, конечно же. Каждый новый руководитель под себя Госсобрание Курултай ставил, конечно, да, то есть депутатов набирал послушных. И они должны были принять Хамитова. Ну, в итоге так и произошло. Муртаза Рахимов согласился, вынужден был согласиться. Там его наградили там орденом почета, заслуги перед Отечеством. Вот. Он сделал заявление о том, что как бы вот Хамитов, прошу поддержать перед депутатами Госсобрания Курултай. Все как один поддержали. Вот, все. Но Муртазу, конечно, Губайдуловича обманули. Обманули. Бабай наш был доверчивый, конечно же. Ну, а что было делать, я не знаю, конечно, в тот момент. Мы не были на его месте, сейчас нам рассуждать, конечно, сложно. В итоге в 2014 году на Урала Рахимова завели уголовное дело. У АФК-системы отняли Башнефть. И у... Сарбаев хороший человек. Мой родственник. Жаль, что он не стал вторым президентом. Я считаю, что надо имя Рахимова увековечить. Вот, и у фонда Урал все деньги отобрали. Ну, там как бы, да, завели уголовное дело, то есть все помнят это прекрасно, там, да, Евтушенкова даже посадили, помню, там под домашний арест, вот, из-за этой Башнефти. Башнефть отняли, сперва отдали в государственную собственность, потом отдали Сечину, то есть другу, олигарху, да, то есть другу Путина, отдали в Роснефть.
А деньги, соответственно, уже Евгений Евтушенков, ну, конечно же, с подачи, с разрешения Путина, забрал обратно у фонда Урал. И там денег осталось из 2 миллиардов, по-моему, из 2 миллиардов долларов осталось 2 миллиарда рублей. Этих денег уже не хватало на какую-либо социалку, там, на помощь, там, да, тогда уже, кстати, начали строить вот этот вот огромный мусульманский собор Ар-Рахим, его уже тогда невозможно было достроить. Ну, в общем, вот так вот и завершилось правление Муртазы Рахимова. То есть надо понимать, да, то есть как все это происходило. Теперь о башкирском национальном движении. Башкирское национальное движение, как я сразу сказал в начале, оно поддерживало Муртазу Рахимова изначально. Хотя сперва было и критически также к нему относились. Кстати, СБМ, Союз башкирской молодежи, изначально был против Рахимова, очень жестко выступал против, там проводил акции различные и так далее, был в конфронтации. Потом постепенно, по-моему, в 1998 году, когда начались выборы, они включились, то есть, скажем так, подружились, да, и уже с тех пор СБМ стал, ну, провластной организацией, национальной организацией, пользовался поддержкой Рахимова, поддержкой, скажем так, политики вообще всей рахимовской. Есть все нулевые годы, то есть, как бы, да, СБМ достаточно неплохо себя чувствовал, но, конечно же, он потерял вот эту вот свою независимость. И, соответственно, он уже не мог делать то, что хотел, вот как он делал в 90-х годах, там, до 96-го, 94-го года. Тогда, я говорю, они собирали там многотысячные акции, там, да, то есть вели какую-то независимую политику. Национальная организация сильна тем, что она независимая. Это в первую очередь. Когда ты независимый, когда ты можешь говорить, что ты хочешь, делать, что ты хочешь, этим ты силен. Именно этим был силен именно Кукбуре, этим была сильна организация Башкорт. Вот. БНЦ Урал постепенно, скажем, сошел на нет, потому что создали Всемирный Курултай Башкир, который был полностью прорахимовский, да. Он финансировался через, скажем так, бюджет Республики Башкортостан, через правительство. И, естественно, он не мог что-то против Рахимова говорить. Ну и как я разговаривал с Артуром Эдельбаевым, допустим, да, вот, скажем, таким, он, конечно, никогда он не был председателем Союза башкирской молодежи, но он, все знают, что он был лидером, да, теневым лидером Союза башкирской молодежи, этой организации. Он говорил, что, в принципе, говорит, почему, говорит, уже, говорит, ну, у нас, говорит, не было причин выступать против Рахимова уже, говорит, в конце 90-х. Почему, говорит, потому что, говорит, ну, в принципе, за все, говорит, за что мы боролись, оно, говорит, постепенно, говорит, пришло в республику. Башкирский государственный язык, там, да, открывались башкирские школы, там, Заки Валиди вернулся, да, то есть уже имя Заки Валиди вернулось в Башкирию, да, Башкортостан. Начали назначать там на кадры там башкирских людей по национальности. Ну, в общем, еще раз говорю, башкиры почувствовали, что они титульная нация в Республике Башкортостан. Строились школы, открывались дороги и так далее, и так далее. В общем, у нас, говорит, уже не было причин, говорит, почему критиковать, за что критиковать Рахимова. И постепенно мы, говорит, как бы, да, то есть влились. И, кстати, тогда же знаменитая фраза была СБМ «перманентное вхождение во власть». То есть они поставили цель, то есть через дружбу с властью башкирской республиканской войти в политику. И, скажем так, да, у них это получилось. Очень многие выходцы из СБМ в последующем заняли там достаточно высокие видные посты в Республике Башкортостан, и даже можно перечислить там, да, допустим, Борис Мелкоедов, да, тогда он был министром печати, сейчас он глава Зеваирского района, это, конечно же, и Кульсарина, Гульнур Кульсарина, один из председателей, в одно время был председателем Союза башкирской молодежи, сейчас она депутат Госсобрания Курултай уже там нескольких созывов.
Фандиль Ахмедшин стал первым заместителем Всемирного Курултая Башкир. Но это, конечно, не политика, а общественный деятель, но все равно, то есть, да, Лукманов там, да, уже там как бы возглавил там какую-то Открытой России, по-моему, да, то есть организацию. В общем, много кто, Урал Хасанов, много кто, в общем, из СБМ, в общем, вошел. Ну и сам, конечно, Артур Идельбаев был заместителем министра, да, по печати в рахимовские времена. Вот. И СБМ, конечно же, стал такой ручной организацией. То есть, когда надо, там, Хабиров использовал ее. Все помнят вот этот митинг в 2005 году, когда там пенсионеры там, отменили монетизацию льгот, и пенсионеры вышли, этим воспользовалась, конечно же, оппозиция республиканская, там и ТОЦ, Татарский общественный центр, и Айрат Дильмухаметов, там Роберт Загреев, то есть, да, они все были тогда объединены, там, по-моему, у них какой-то координационный центр оппозиции назывался, что ли. Вот, они, ну, в общем, и тогда сорвали через СБМ вот эти вот, один из этих митингов, да, сорвали. Один митинг тогда дошел до Белого дома, как раз когда Хабиров, тогда был уже глава администрации, вышел, разговаривал с протестующими. Вот. Один митинг им сорвали через СБМ, конечно же, да, то есть все помнят это видео, что, конечно же, удручающе выглядит со стороны. Это, конечно, позор, нельзя было так делать. Вот. И когда я разговаривал с Азатом Сальмановым, председателем Кукбуры, почему возникла организация Кукбуры, да, то есть когда был Союз башкирской молодежи, он говорит, вот именно потому, что был Союз башкирской молодежи, он вроде бы как занял все политическое поле молодежного национального движения, да, башкирского, но ничего не делал. Он не критиковал власть, а хотя уже все тогда понимали, что, ну, республика пошла куда-то не туда. Уже авторитарный режим как бы там укрепился жестко. Вот, и тогда и возникла Кукбуре, говорит, мы уже начали там критиковать Рахимова, то есть, ну, если честно, да, то есть без критики никак, должна быть оппозиция, естественно, оппозиции в республике не было никакой, любых оппозиционеров глушили тогда, вот. Одна из ключевых также проблем, почему, конечно же, то, что Рахимов не смог оставить после себя преемника, Раиль Сарбаев говорил Муртазе Рахимову еще до того, как сняли Рахимова в 2010 году, еще до этого за 3 года говорил, что поставь меня преемником, а потом будет поздно. Муртаза Рахимов тогда не соглашался, а в итоге, когда уже в 2010 году его лишали поста, он пытался оставить Сарбаева, к сожалению, уже тогда не получилось. Хотя уже тогда, конечно, Сарбаев был премьер-министром Республики Башкортостан, председателем правительства, и одна из, вот многие говорят, что там заслуга Рахимова, вот это вот Шамонина, там, да, то есть Шамонина, потом Дорогина и Юматова, да, вот эти 3, скажем так, проекта, когда строились дома там, да, и бюджетникам, да, практически там, ну, по минимальной цене там, да, по себестоимости продавались. Это заслуга в первую очередь Сарбаева. Именно Сарбаев вот этот вот продвинул этот проект. Так что, в первую очередь, конечно, это ему надо говорить спасибо. Вот. Ну и вот так вот национальное движение, конечно, возродилось только уже, когда Рахимова сняли. Но тогда уже началась, конечно же, антибашкирская политика Хамитова. Вот. Как снимали Рахимова, да, ну я уже сказал, то есть, да, кстати, когда снимали Рахимова, действительно в Москве опасались каких-то здесь волнений, вполне бунта, восстания. Сюда ввели, он говорит, в Заурале это располагался мотострелковый полк целый, или там дивизия даже, да, не знаю. Руководил операцией по смещению знаменитый Стрелков Гиркин, тогда сотрудник ФСБ. Он, кстати, присутствовал и на Третьем Всемирном Курултае Башкир, все это слушал, когда там, да, мочили Москву. Вот, он руководил. В Уфу приехал спецподразделение «Альфа». Оно располагалось в нескольких там, да, метрах
от Белого дома, а точнее в спорткомплексе «Динамо». И, конечно же, этот шок произошел, да, когда Рахимова сместили, у башкир, вообще у всей республики был шок. Никто не вышел в защиту. Ну и сам Рахимов, конечно же, да, то есть попросил, чтобы ничего не было. Вот. Но вот до такой степени, конечно же, Рахимов зажал все гайки, да, даже и башкирское национальное движение до такой степени был в руках у Рахимова, что вот независимых каких-то национальных организаций не было, и практически никто не смог выйти с митингами, с протестами за то, что как бы, ну, Муртазу смещают. Единственная организация, которая вышла тогда, это было Кукбуре. Кукбуре, там что-то около 10 или 15, там 20 человек. А Кукбуре и Актамыр. И Актамыр, конечно же, да, возглавлял его Ири Кагишев. Вот эти две организации вышли к ДК «Нефтянику». Вот. Тогда это был ДК «Нефтяник», сейчас это ГКЗ Башкортостан. Вот. С пикетами против. Все. То есть это вот все было возмущение. Сам Азамат Галин убежал. Председатель этого Всемирного Курултая башкир в Заурале, там, говорит, выключил телефон, там, да, не отвечал. Хотя все ждали от него отмашки, что, ну, надо что-то действовать, там, нужно подниматься, там, да, то есть с митингами, там, с протестами и так далее. Нет, он отключил телефон, свалил, то есть, да, бросил. Хотя еще, как я говорю, месяц назад он стучал по столу, что мы не пустим варяга в Москву. Вот. Ну и пришел Хамитов, и ему была поставлена задача полностью уничтожить рахимовское наследие. И началось реальное уничтожение рахимовского наследия. То есть, да, конечно, Рахимов рассчитывал, что он будет, скажем так, в тени, останется в тени, но будет продолжать руководить республикой. Хамитов, конечно, жестко с ним вошел в клинч. Говорят, что там, да, что Рахимова даже не пускали там в Белый дом. Там у него там любимая была баня там, или сауна, куда любил ходить. Там туда не пускали. Вот. Его практически не показывали нигде по телевизору. Фонд Урал был, из того фонда Урал было запрещено брать деньги любым как бы предприятиям, организациям. Главам района было жестко как бы запрещено брать деньги. Вот. А Рахимов есть там видео, где он жаловался, да, на это, что как бы за деньги как бы. Хотя фонд Урал тогда работал еще, как бы. Я же говорю, только в 2014 году, то есть, да, его отняли деньги у него. А так он, конечно, и строил ФОКи, открывал школу, детские сады, помогал. Помню, большой ураган был там, по-моему, в 2012 году, что ли, на севере Башкортостана. Там у многих, там у десятки или там сотни домов были снесены крыши, там постройки. Фонд Урал все это как бы на свои деньги восстановил, помог жителям. Вот. Ну, Хамитов, в общем, вот так вот он мочил Рахимова жестко достаточно. Все рахимовские кадры, какие были, всех сместили с постов. Особенно вычистили МВД, силовые структуры любые, да, то есть оттуда всех поувольняли практически. Среднее звено, высшее руководство, среднее звено башкиров всех убрали практически, да, то есть увольняли. Вот. Ну и с других постов также много убрали башкир. Тогда вот как раз и вновь национальное движение, башкирское национальное движение, то есть набрало силу именно вот за счет того, что проводилась антибашкирская политика в республике. И как раз организация и Кукбуре тогда, и потом и организация Башкорт в последующем. То есть на этом играла очень сильно, набирала популярность, критиковала Хамитову достаточно жестко. Вот, и ну, набирала популярность. Ну и пришел Хабиров, да, тоже не произошло никакого, скажем так, передачи власти постепенной, плавной, да. Хамитова резко убрали, потому что он уже как бы, да, не справлялся. К тому же, как я еще раз говорю, национальное движение очень сильно стало влиять на политику, башкирскую политику. Пришел Хабиров, которому была поставлена задача уничтожить башкирское национальное движение и решить вопрос с шиханами. Вот. И что он, в принципе, начал успешно делать, да, попытался с шиханами решить вопрос. Мы все знаем, чем это обернулось. Поражением Хабирова. Национальное движение
Да, он очень жестко по нему прошелся, посадил Айрата Дильмухаметова, закрыл организацию Башкорт. К тому времени Кубуры уже не было, они сами приостановили свою деятельность. Вот. И все помнят, что когда пришел Хабиров, он первым делом, что сделал, он там приехал к Рахимову, сказал, что не помнит зла, как бы, да, ну, все же знают, да, что историю, я, кстати, скажу историю там Хабирова, да, при Рахимове. Хабиров возглавлял администрацию с 2003 года, младореформаторы тогда их называли, младобашкиры, их называли тогда Хабиров, Урал Хасанов, там, Ростислав Мурзагулов, пришли они, да, ну и начали они, скажем так, такую вторую параллельную, скажем, ветвь власти начали делать свою, да, то есть мало слушались в чем Бабая, вели свою политику, пытались там что-то, скажем так, отжимали предприятия уже тогда начали, да, то есть банкротить их, вот. И со временем, как бы, кстати, с Уралом Рахимовым тогда они жестко, по-моему, поссорились, да, Хабиров, ну, вот эти младобашкиры, вот, и их Муртаза Рахимов в итоге, не знаю, под давлением ли улик, либо по наговору какому-то, да, то есть нашептыванию на ушко. Но, в общем, на Радия Хабирова завели уголовное дело за то, что он продавал места, это все знают, да, то есть он продавал места в Госсобрании Курултау, депутатские места, он очень проводил какие-то мошеннические схемы с различными предприятиями, которые продавал. Когда Муртаза Рахимов об этом узнал, он отстранил от должности Хабирова, его исключили из «Единой России». Кстати, тот же самый сегодняшний Толкачев мочил тогда Хабирова очень жестко. Ну и другие наши башкирские политики, которые сегодня усердно служат Хабирову, тогда при Рахимове мочили Хабирова только так. Вот. И собирались завести уголовное дело на Хабирова. Там счет шел на часы, его должны были уже арестовать. Он успел уехать из Республики Башкортостан, как говорят, в багажнике автомобиля уезжал через Татарстан, вывозил его, по-моему, если не ошибаюсь, там один из солистов Караван-Сарая, сейчас фамилию не помню, вот этот усатый как его, да? Вот, Учелинский, вот, он вывозил его, за что потом Хабиров, конечно же, отблагодарил. Ну вот он свалил в Москву, где его Сурков, скажем так, пригрел, взял к себе, и там он начал активно, это был 2008 год, начал он активно интриговать против Рахимова. И очень большая роль в том, что Рахимова сняли в 2010 году, и, конечно же, это роль Хабирова в этом. Очень большая, он там устраивал всякие там интриги плел против Хабирова, против Рахимова, Хабиров плел, да, вот. И также он один из ставленников Хамитова. То есть, когда Хамитова ставили, говорят, что его когда там чуть ли не водили за ручку этого Хамитова, там, да, по кремлевским кабинетам показывали как будущего, как, ну, один из претендентов, да, на пост президента Республики Башкортостан. Вот, Хабиров его активно продвигал. Вот. Но когда Хамитов пришел, соответственно, он должен был, Хабиров рассчитывал, что когда Хамитов придет, станет президентом Республики Башкортостан после Рахимова, он будет во всем слушаться Хабирова. Ну, просчитался, конечно же. Хамитов, когда стал президентом Республики Башкортостан после Рахимова, он, конечно же, забил на Хабирова, можно сказать, послал его. И Хабиров, конечно же, обиделся и уже начал интриговать тогда против Хамитова самого. Борьба длилась 8 лет и закончилась тем, что Хамитова сняли, пришел Хабиров. Вот, да, то есть, и пришел он к Муртазе Рахимову, назвал его своим учителем, то есть, да, показал всем, что он якобы не помнит зла, что он там Рахимова уважает. Но на самом деле это были, конечно же, показуха для того, чтобы понравиться башкирам. Потому что, в первую очередь, конечно же, Хабиров рассчитывал на благосклонность башкирского народа, что башкирский народ его примет. И вначале действительно так и было. Хабирова приняли башкиры очень хорошо, очень тепло. Многие, как бы, да,
надежду возлагали на Хабирова, что он там будет вновь, как бы, да, то есть как при Рахимове башкирский народ вновь почувствовал себя хозяином в своей республике, потому что все устали от антибашкирской политики при Хамитове. Но, как выяснилось, Хабиров, конечно же, разочаровал всех, он не собирался, конечно же, не собирался там что-то там башкирам, что-то делать для башкир. Конечно же, нет. Он в первую очередь пришел, что он сказал? Я пришел сюда, в республику, чтобы оправдать доверие Путина. Вот что он сказал. То есть не доверие народа Республики Башкортостан, конечно же, а доверие Путина, соответственно. Он был поставленником олигархических всяких структур. Одна из задач, я еще раз говорю, была проблема соды, то есть, да, решить вопрос соды сырьевой, и он начал Шихан Куштау сдавать, да, в итоге все это вылилось, все мы помним, в протесты, в борьбу, в силовое противостояние, после которого Хабиров проиграл и жалостно просил прощения, мира просил, да, стоя под дождем мокрый на Куштау, да, вот. И когда, ну и все, и практически Рахимова и не было видно даже и при Хабирове. Хотя там нет-нет, там, да, иногда на каких-то там больших праздниках там Рахимова показывали. При Хамитове и этого вообще не было. Но и при Хабирове практически этого тоже не было. И когда Рахимов попросил убрать Мурзагулова, да, потому что он называл его мошенником, он знал, кто такой Мурзагулов, Хабиров, конечно же, не убрал. Он вообще не собирался ни в чем слушаться Рахимова, не прислушиваться его советам. Он был сам себе на уме. Еще раз говорю, с Рахимовым он показательно примирился только для того, чтобы, скажем так, склонить на свою сторону башкирский народ, башкирскую элиту и так далее. Вот. Рахимова точно так же задвинули, и он доживал свои годы, скажем так, в одиночестве, да, уже там и так далее. Вот. А когда умер, естественно же, Хабиров хайпанул на его смерти. И почему приехал Путин? Надо сразу отметить, что Путин никогда не любил Рахимова. Еще раз говорю, он не мог ему простить. Кстати, надо сказать, отдать должное Муртазе Рахимову, что он был достаточно прямой человек. Он достаточно резко и критически высказывался даже о политике федерального центра. Все это помнят прекрасно, там его высказывание, что он не мог, что у меня пытаются учить, да, сами там 3 курицами не командовали, да. Это он говорил еще, когда он был президентом Республики Башкортостан в отношении федерального центра. Вот. Путин, конечно же, не любил его за это, потому что Рахимов несколько раз там критически высказывался о нем, прямо ему в глаза говорил. Он его, конечно же, не любил за то, что тот его обманул с Баштеком, не отдал ему Баштек, как он хотел. Вот. И последующие годы он Рахимова практически же, вот если он там, да, приезжал даже, помню, к Минтимиру Шаймиеву, Путин там поздравлял его там с юбилеем, то с Рахимовым такого не было же. Даже в прошлом году, когда Муртазе Рахимову исполнилось 88 лет, никакого поздравления от Путина не было. Да, там поздравляли какие-то там другие политические деятели различные там, да, но от Путина ничего не было. И поэтому, когда тут сейчас вот там кипятком ссат, да, все это башкиры там начали кипятком ссать, ох, там Путин приехал, почтил там нашего Муртазу Рахимова, там какой он молодец, там, да, фигня все это. Конечно же, он приехал только для того, чтобы поправить свое пошатнувшееся политическое положение. Через эта война очень сильно подкосила политическое влияние Путина. Очень многие в нем сомневаются, особенно национальной республики, представители которой массово мрут сейчас, да, гибнут в Украине. И он воспользовался этим моментом, этим как бы, да, удобным для него случаем. Он прилетел сюда в Уфу, якобы отдать дань уважения Муртазе Рахимову, почтить его память. Там тут политологи сейчас, да, говорят, что вот он там приехал почтить память там Муртаза Рахимова. Хрень, ни хрена. Нет, он, конечно же, приехал для того, чтобы поднять свой рейтинг. И даже вот это вот его интервью, которое он давал у трапа самолета, еще раз подтверждает мои слова, когда он сказал, что башкиры всю жизнь воевали, все времена воевали там за Россию,
привел примеры там 812 года, там Вторую мировую войну, там, да, когда массово башкиры, там, как он там сказал, с 15 лет там, да, в Отечественную войну 812 года все мужское население, там, начиная с 15 лет, там, кончая там старшего возраста, все сели на коня и поскакали там, да, воевать. Для чего он это говорит? Конечно же, для того, чтобы башкиры массово поддержали войну в Украине, чтобы они ехали как можно больше и умирали там за Путина, чтобы Путин подольше посидел у власти, чтобы его олигархи сидели здесь у власти, чтобы они продолжали также доить нашу республику, чтобы республика Башкортостан продолжала оставаться колонией, сырьевым придатком. Он хочет сохранить сложившееся положение вещей. За счет кого? За счет нас, башкир, чтобы он уничтожает наш язык, Путин, он убирает у нас, отнимает у нас все права, отнял суверенитет, практически все наши предприятия отнял. И что хочет? Он хочет, чтобы сами же башкиры, конечно же, воевали за это. За то, чтобы осталось так, как есть. Поэтому именно в этом была причина приехать сюда. Конечно же, не отдать дань Муртазе Рахимову. Ну и, в общем, если подытожить, Муртаза Рахимов, конечно же, личность великая. Меня спрашивают, стоит ли, как бы, да, то есть создавать из него культ личности, называть какие-то там в честь него улицы, памятники. Конечно же, культ личности нельзя ни в коем случае создавать из Муртазы Рахимова. Да, был великий такой деятель, как многие другие, как бы, да, но это не какая-то там величина такая, что там все, там нужно на него молиться, да, нет, конечно же. Памятник, конечно же, надо поставить, возможно, улицу переименовать в честь него, но только из-за того, что только из-за того, что он внес огромный вклад в развитие нашей республики Башкортостан. И я считаю, что он, хотя считается, да, что последний президент республики Башкортостан был Хамитов, который в 2014 году издал этот пост, назвал себя Башлык. Вот. Я же считаю, что первый и последний президент республики Башкортостан был Муртаза Рахимов. Конечно же, Хамитов никаким президентом не был, это был ставленник уже Москвы. Вот. Единственное, действительно, на выборах избранный президент, настоящий президент республики Башкортостан, конечно же, был только один, это Муртаза Рахимов. И вот с его смертью, наверное, можно ставить точку на Третьей республике Башкортостан, да, Третья Башкирская республика. С его смертью, скажем, умерла и настоящая республика Башкортостан, да, которая была, скажем, полунезависимой, да, какое-то имела свое влияние и так далее. Сейчас это ничем не отличающийся регион от какой-то там любой Воронежской области, там Орловской, Тамбовской и так далее. Точно такой же сырьевой придаток, точно такая же колония. И ничем он не отличается, еще раз говорю, да. Поэтому Республика Башкортостан закончилась как таковое, как настоящая республика, как государство, да, как это прописано в Конституции Российской Федерации и в Конституции Республики Башкортостан. Со смертью Муртазы Рахимова закончилась и Третья Башкирская республика. Четвертая Башкирская республика будет уже независимой республикой Башкортостан. Это будет независимое государство, без какого влияния Москвы, без диктата Москвы. Москва вообще на нас никак не будет влиять. Мы будем полностью суверенное, независимое государство. Вот это будет уже четвертая Башкирская республика. На этом, наверное, все. Теперь как бы я отвечу на вопросы, какие здесь мне накидали. Это, ну, еще минут, наверное, может быть 15-20, да? Так, ну вот тут написали, да, стоит ли увековечить имя Муртазы, я уже ответил на это. Так. В татарских пабликах многие пишут о том, что Рахимов щемил татар и вообще был махровым националистом. Что вы об этом думаете? Были ли существенные перегибы в национальной политике? Или это был здоровый патриотизм, и Бабай все правильно делал? Да, татарский вопрос в Республике Башкортостан, конечно, это очень важная тема. Я считаю, что Муртаза Рахимов вел неправильную национальную политику в отношении татарского народа. Конечно же. Татары очень сильно
вот, ну, раскол начался в 2003 году, как я еще раз говорю, да, и с тех пор давление на татар очень сильно шло. Действительно, там, да, и эфирное время ему урезали там все на БСТ. Хотя в начале, в 90-х годах, как бы я же говорю, там и театр НУР строился, там и татарские гимназии открывались. Потом, конечно, политика Муртазы Рахимова в отношении татар стала очень жесткая. Вот, и татары его не любили. И до сих пор я вот... Но меня, конечно, поразило, как ликовали татары после смерти Муртазы Рахимова. Это очень неприятно было смотреть. Так не надо делать, конечно же. Так что я признаю, что за Муртазой Рахимовым была недальновидная политика в отношении татар. Но когда с него говорят, что он там нужно было дать, что он не дал третий государственный язык, я в этом его поддерживаю. Потому что я уже объяснил по поводу третьего государственного языка татарского, что он не может быть в Республике Башкортостан государственным языком. Да, надо было больше дать полномочий татарскому языку, там, да, больше открывать школ, там, гимназии и так далее, там, больше времени эфирного дать на БСТ там, и так далее, больше учителей татарского языка готовить, там, различных филологов, там, журналистов и так далее. Но никакого, конечно, государственного языка невозможно давать татарскому языку, потому что он уже является татарским государственным языком в Республике Татарстан. Вот. Так что по татарскому вопросу, наверное, так. Дальше. Сделал ли Рахимов для суверенитета республики все, что было в его силах? Мог ли сделать больше? Понятно, что объявить независимость и выйти из состава Российской Федерации никто бы ему не позволил. Но из того, что мог, все ли он сделал? Вот, кстати, Айрат Дильмухаметов и очень много предъявляет Муртазе Рахимову, что он не сделал того, что от него ожидало Башкирское национальное движение. То есть много из того, что от него ожидали, он не сделал. Слил якобы, да, но спорно. Как я говорю, что в 90-х годах он, конечно, это был авторитарный режим при нем, и он весь режим, всю политику башкирскую под себя замкнул. Вот, но что он мог сделать, да? Я считаю, что да, его была ошибка в том, что не надо было подписывать никакой договор с Российской Федерацией, надо было жестко стоять тогда. И возможно, что есть смычки с Казанью и с Грозным, да, ну и с Чеченской Республикой, возможно, мы смогли бы тогда бы переломить федеральный центр, и сегодня, возможно, была бы совершенно другая страна. Вот. Но, к сожалению, Муртаза Рахимов подписал этот договор, и политика Российской Федерации пошла совсем по другому пути. Вот. Возможно, была бы гражданская война. Стал бы вводить Ельцин войска? Не знаю. Мне кажется, что нет, наверное, не стал бы, хотя вот он войска и подвел к Татарстану. Но если бы, еще раз говорю, Татарстан поддержал бы Башкортостан, точнее, Башкортостан поддержал бы Татарстан, то тогда бы Ельцин, наверное, не осмелился бы вводить войска и начинать воевать на два фронта. То есть и одновременно с Чеченской Республикой, и с Башкортостаном, с Татарстаном, хотя воевать с татарами и башкирами, которые там, да, по численности намного больше, чем чеченцы, не знаю, он не смог бы. Вот. Другая, как бы, ну что он, сколько мог, он держал Республику Башкортостан независимо, максимально независимо от Москвы, от влияния Москвы, не пускал москвичей сюда, но в итоге его все-таки продавили. Но не пуская Москву сюда, он одновременно, ему приходилось заворачивать гайки. Ему приходилось заворачивать гайки в республике, приходилось делать авторитарный режим практически, да, и, конечно же, если ты делаешь авторитарный режим, то ты должен, конечно же, и заворачивать гайки всем демократическим силам, да, либеральным силам. Что он, в принципе, и делал, что ему ставят в упрек, за что его критикуют жестко достаточно, да, что вот он любые демократические какие-то поползновения он жестко пресекал. Вот. Поэтому сколько мог он делал, да, видать, возможно, мог делать и больше, возможно, да. Кстати, еще очень сильно от окружения зависит.
Он окружил вокруг себя уже последние годы практически лизоблюдами, которые смотрели ему там в глаза, а одновременно из его кармана доставали там, да, деньги, финансы и так далее. И, конечно же, они делали политику тоже. Уже к 2010 году Муртаза Рахимов уже ослабел очень сильно политически. Вот. Так. Сейчас еще. Зачем Путин приехал именно к Рахимову? Так, я уже ответил это. Зачем Муртазу Губайдуловича Рахимова похоронили именно таким образом на совдеповской технике и с пушкой? Да, это очень такой интересный вопрос. Ну, конечно же, это многие тут пишут, да, я читал в Куштау онлайн, там, да, выставили пост, кстати, как его хоронили, как его везли там на лафете, да, с пушкой. Но, конечно, смотрится это очень дико. Очень дико. Некоторые там в комментариях пишут, что вот так хоронят всех там руководителей там великих. Фигня все это. Херня полная. Его нужно было хоронить как мусульманина. Конечно, никаких пушек не должно было быть, но это все делалось к приезду к Путину, показать, что Хабиров, конечно же, продавил это. Я не знаю, там, насколько, как к этому отнеслись родственники Муртазы Рахимова, жена его Луиза Рахимова, племянница его Рауфа Рахимова, как они отнеслись это, какой был разговор у них насчет этого. Но, скорее всего, Хабиров продавил, наверное. Он хотел перед Путиным показать нашу республику, что она военизированная такая, милитаристическая, что она готова воевать, и что мы вот даже своего первого президента воюем в таком вот военном положении, вот пушка там, да, то есть и так далее. Такой бред, конечно, да. Выглядело все это очень стрёмно со стороны. Сам Муртаза Рахимов, я уверен, никогда бы не позволил бы, чтобы вот так вот его хоронили, чтобы вот так вот позорили его, когда говорят, что там руководители должны были хоронить. Ничего подобного. Посмотрите, пожалуйста, как многих губернаторов, многих там, да, других людей хоронили, таких вот уровней Муртазы Рахимова. Никаких пушек, там, танков и вертолетов, ничего не было. Правительственная машина, там, да, похоронная процессия, все. И, конечно же, если было желание Муртазы Рахимова, чтобы, как сейчас пишут, да, что у него было желание, чтобы его похоронили в родной деревне Таваканово, да, конечно же, нужно было делать так, чтобы он уехал туда, точнее, увезли его тело туда и там захоронили. Но действительно личность великая для Республики Башкортостан, и я считаю, что захоронение на мусульманском кладбище, где многие видные деятели Республики Башкортостан и башкирского народа захоронены, тоже почетно, тоже почетно. Но это, конечно, зависит от желания самого Рахимова, какое у него было желание, где он хотел быть захороненным, и от желания, конечно, родственников. Вот. Как там уже произошло, я не берусь судить. Поэтому как произошло, так произошло. Но, конечно, вот это шоу с пушкой, это, конечно, ну, верх цинизма. Вот. В чем принципиальная разница между моделями управления республиками с 1990 по 2010 год в Башкортостане и Татарстане касательно их руководителей Шаймиева и Рахимова? Почему Татарстан смог увеличить свой экономический потенциал, а Башкортостан, наоборот, начал его терять? Ну, еще раз скажу, да, то есть, что татары оказались более встроены в эту вертикаль власти. У них было больше, скажем, связей, больше своих людей в Москве. Они смогли частично запустить Москву к себе в Татарстан, частично поделиться какими-то там, да, куском пирога. Ну и были, наверное, более договороспособные, в то же время, конечно, жестко отстаивая свое.
Рахимов не был таким. Он был достаточно жесткий, непрогибаемый, не хотел пускать никаких москвичей сюда. Вот. И вот эти выборы 2003 года, конечно, очень сильно подкосили его. После которого как бы уже начался слом режима Муртазы Рахимова. Поэтому как бы экономически, конечно, мы были сильные, но вот этот вот авторитарный, закрытый режим, он сыграл свое. Экономика начала задыхаться. Конечно же, нужно было открывать границы республики для там, инвестиций, то есть чтобы другие компании заходили. Конечно же, не хищнические компании, которые там хотели только рвать у нас, да, а именно для сотрудничества. Вот. Вот. Я думаю, что в этом основная проблема, в том, что Татарстан рванул вперед, он был открыт для других компаний, да, инвестиций, а Башкортостан был закрытой. Вот. Вопрос. Дайте разъяснение по Уралу Рахимову, в чем причина сегодняшнего положения, причины и следствия. Ну, я как бы коротко уже сказал, да, по Уралу Рахимову, что он... его очень не любили в Республике Башкортостан. Вполне возможно, что и благодаря как раз и оппозиции рахимовской из него сделали там, да, там такую одиозную личность. Вот. Но как руководитель Баштека, да, Башнефти, он был действительно очень большой, ну, серьезный, сильный. И он Башнефть очень сильно поднял. Он увеличил там ее капитал, доходы ее в несколько раз. Компания выросла в несколько раз, поэтому она была таким лакомым кусочком для московских олигархов. Урал Рахимов, конечно, понимал, что рано или поздно Баштек у нас отожмут. Башнефть у нас отожмут, и все предприятия отожмут. И постепенно отжимали, да, когда в итоге Муртаза Рахимов был вынужден отдать по тому же самому договору 2003 года и Салават нефтьоргсинтез, тогда он назывался, мощнейшее, крупнейшее предприятие. Он отдал его, Газпром тогда, да, забрал, сейчас это Газпром рулит им. Тоже, кстати, где зарплаты сразу же понизились многократно. Вот. И Салават, кстати, когда был Салават нефтьоргсинтез, когда это была республиканская компания, город Салават тогда развивался очень хорошо, я помню это. У меня родственники в Салавате жили, я сам жил в Салавате, там, да, недолгое время. Я видел, да, как Салават нефтьоргсинтез вкладывался в город. Сейчас ничего подобного не происходит. Салават вообще хереет прямо на глазах, превратился в такой, ну, он был тогда третий по величине город в Республике Башкортостан и по потенциалу, как бы, и по уровню зарплат, а после Уфы и Стерлитамака. Сейчас это какой-то, ну, серый посредственный город стал, да. Вот. Это вот результат того, когда приходят московские хищники. Вот. И Урал Рахимов, конечно же, не видел, зная все это, он понимал, что ждет экономику Республики Башкортостан, что ждет Башнефть, кстати, любимое его детище, да, не только его, ну, конечно же, его отца. Они понимали, что произойдет с ней, с компанией Башнефть, и он, конечно же, не хотел. И он также, наверное, все-таки как молодой предвидел, наверное, что рано или поздно даже аккумулированные деньги в фонде Урал отожмут. И он вывел деньги уже за границу. Конечно же, эти деньги он прикарманил себе. И сегодня он, являясь башкиром по национальности, он никак не помогает ни Республике Башкортостан, ни башкирскому национальному движению. И то, что он не смог приехать, на него сейчас заведено уголовное дело. И то, что он не смог приехать на похороны своего отца, это, конечно, очень печально, да, как трагедия сына и отца. Но в этом он сам виноват, конечно. Вот, не смог встроиться, возможно, не смог принять власть путинскую, да, и вынужден был уехать. И получил сейчас свое убежище, живет в Австрии. Ну, про него много, конечно, рассказывает. Неприятных вещей. Я не хочу, как бы, да, то есть все эти там гайбят, как говорится, да, говорить. Так что есть за что критиковать, конечно же, есть за что критиковать. Человек авторитарный, тоже не любил никакой критики, очень жесткий был, пользовался тем, что у него отец президентом, очень сильно этим пользовался. Вот. В общем, вот так. Ну, наверное, да, потихоньку все-таки подхожу к концу.
Вот. Хочу заметить, что, конечно же, я надеюсь, что у Урала Рахимова все-таки проснется совесть, потому что деньги, которые он забрал, и он сейчас входит в 200, в список 200 богатейших выходцев из Российской Федерации, олигархов, да, я надеюсь, что он все-таки начнет помогать башкирскому национальному движению. Пусть не нам, не башкирскому, не Башнацполиту, не башкирскому национально-политическому центру, не мне, но очень много башкир сегодня нуждаются в помощи, потому что они бежали от мобилизации. Очень многие вынуждены там, да, сейчас перебиваться, там, да, испытывают тяжелое финансовое положение, находясь там в Казахстане, в Турции. Большая диаспора сейчас в Турции, да, башкир, в других странах. И, конечно же, было бы хорошо, если бы эти деньги Урала Рахимова, наши деньги, республиканские, башкирские деньги, чтобы они работали на помощь этим людям. Вот. Ну и, конечно же, Уралу Рахимову я хочу вот так вот передать, что уже пора задумываться о том, что скоро режим рано или поздно Путина рухнет, что придется возвращаться в Республику Башкортостан. Как тебя примут там, Урал Муртазович? Хорошо или плохо? Хочешь ли ты как-то вернуть, скажем, свое пошатнувшееся положение, да, обелить себя среди башкирского населения? Все зависит от тебя. Все от тебя, от твоих действий, как ты будешь сейчас действовать, насколько ты будешь помогать или не будешь помогать продолжать, вот так вот смотреть со стороны, что происходит, да, как происходит, как борются башкиры за свою независимость. Вот. Я надеюсь, что в тебе, как в башкире, осталось, наверное, что-то башкирское, что-то от отца, который действительно переживал за свою республику Башкортостан. Но я предлагаю тебе задуматься над тем, что я сказал. Но и здесь очень много еще вопросов, на которые, наверное, еще нужно столько же времени, сколько прошло сейчас, чтобы, да, ответить на все. Естественно, я не смогу на все это ответить. Вполне возможно, еще как-нибудь в будущем поговорим о наследии Муртазы Рахимова. Всем спасибо, всем, кто слушал. Распространяйте это видео. Кто хочет помочь, еще раз, я говорю, Башкирскому национально-политическому центру, все данные, реквизиты есть в описании, в ссылке. Империя обязательно, Российская империя рухнет, Башкортостан станет свободным. Это уже будет 4-я Башкирская республика, независимый Башкортостан. Наконец-то он станет независимым, о чем мечтали наши предки, за что они боролись, проливали кровь, отдавали свои жизни. Рано или поздно мы станем свободны. Иншаллах. На этом все. Хаубулы, хурметли милләттәшләр, осрашанга тиклем.